Что у вас? Васильева? Уже клеите? Вот вы участвуете в выборах. Зачем? Не, можно оставлю себе этот вопрос? Елена Викторовна, уважаемая, у меня вот вопрос. У меня есть два немецких художественных мыслителя. Кант и Гегель. Не скажете мне, кто и какую работу написал? 8 сентября по всей стране прошел единый день голосования. В Чувашии состоялись разные мелкие выборы. Но самое главное, на выборы на одно вакантное место депутата Госсовета по привокзальному округу Чебоксар. Они были назначены, потому что в конце прошлого года произошло ужасное. Депутат Чувашского парламента от «Единой России» Валерий Филимонов оказался коррупционером. Вот уж кто бы мог подумать. Вслед за этим открытием Филимонов отправился на скамью подсудимых, а власти понадобилось срочно заменить его на такого же жулика. Победа на этих довыборах досталась административному ресурсу, а точнее единороске Елене Васильевой. Она набрала 47% голосов избирателей. Второе место занял коммунист Николай Каракулов с 18%. Оппозиционные кандидаты в сумме набрали больше голосов, чем представительница партии власти. Но давайте по порядку. Про эти довыборы почти никто не знал. Государственные СМИ молчали. ЦИК никого не звал на участки. 8 сентября в этом районе будут проходить выборы. Что-нибудь слышали об этом? Нет, не слышал. Нет. Сейчас нет? Нет. 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 Нет, я не в курсе. Сейчас от тебя узнал. Возможно, и вы о них ничего не слышали. Как итог, явка была минимальной, всего 22%, а большинство избирателей оказались бюджетниками, которых на участке пригнало начальство. Они и проголосовали за нужного кандидата. Так давайте же познакомимся с новым депутатом, точнее депутаткой. Вот и Инстаграм. В своем рекламном ролике Елена Васильева молча ходит в парке, не на территории своего избирательного округа, кстати. А за нее говорит политтехнолог и два депутата-единоросса. Один из них Антон Ковалев, который знаменит тем, что умеет останавливать вентилятор языком. А вам свободно остановить пропеллер языком? Ну что ж, у всех свои таланты. Ой, смотрите, в комментариях слова поддержки пишет наш старый друг Владимир Михайлов. Тот самый депутат Госсовета от Новочебоксарска, который зарабатывает 30 миллионов рублей в год, обманывая людей, и занимает второе место в рейтинге самых богатых парламентариев республики. Помните вот этот дом Михайлова? Еще когда мы занимались поиском этой недвижимости, мы обратили внимание на его соседей, неких Васильевых. Не семья ли это наши новые депутатки? Ой, в выписке так и написано. Дом принадлежит Елене и Сергею Васильеву. Летим смотреть. Мы снова в коттеджном поселке Дубки, в лесу ниже ярмарки и микрорайона Садовый. На участке в 780 квадратных метров расположился миленький кирпичный домик в 3 этажа, один из которых подземный. Обратите внимание, дома Васильевых и Михайловых стоят рядом и даже не разделены забором. Площадь здания 453,8 квадратных метров. Усадьба четы Васильевых стоит по меньшей мере 30 миллионов рублей. Шикарный дом появился в собственности Елены и Сергея в далеком 2004 году. Тогда Сергей Робертович Васильев еще работал прокурором. В 2009 году он с такой выгодной работы ушел и начал заниматься адвокатской деятельностью. Их сын Роман Васильев занимается политикой с 2015 года. Он депутат Новочебоксарского городского собрания. Вот Роман позирует с Владимиром Михайловым. Тот раньше тоже был муниципальным депутатом Новочебоксарска. Похоже, что Васильевых с Михайловым объединяет куда более близкие отношения, чем просто соседство в Дубках. За 4 года своего депутатства Роман задекларировал доход в 2,5 миллиона рублей. Правда, нужно вычесть из этой суммы 2,1 миллион, который он выручил, продав в 2016 году Lexus ES 250. Получается, что с 2015 по 2018 год Роман заработал 549 тысяч рублей, то есть меньше 12 тысяч в месяц. Какой бедный депутат. Наверное, с таким заработком ему очень сложно живется. Давайте посмотрим его инстаграм, вдруг он там совсем с голоду помирает. Вот депутат Роман Васильев, зарабатывающий 12 тысяч в месяц, стоит у своей машины. Вот он в Женеве. Вот в Барселоне. Вот депутат справляет 25-летие на Ибице.
Вот он в дорогом парижском отеле. Вот летит бизнес-классом в Италию. Вот отдыхает в Майами. Вот с мамой в Монако. В Венеции. В Таиланде. На Бали. В Австрии. Похоже, что нисколько наш роман не страдает от недостатка денег, мягко говоря. Троица сын Елены Васильевой генеральным директором ООО «Реал-В». Эта фирма занимается почти чем угодно, то есть буквально строительством и письменными переводами, гидрометеорологией и такси, торговлей табачными изделиями, фотографией и даже обеспечивает питанием ЖД-вагоны, рестораны и суда. Сама Елена работает в этой универсальной компании заместителем. Интересно, что количество сотрудников в «Реал-В» в 2018 году всего 2 человека. Один гендиректор и один заместитель в такой-то многопрофильной организации. Официально Роман Васильев зарабатывает здесь меньше учителя в школе. Страшно представить, какая же тогда официальная зарплата у его единственной подчиненной. Свободное от депутатства и работы время Роман Васильев занимается видеоблогингом. Меня зовут Васильев Роман Сергеевич. Я являюсь депутатом Новочебоксарского городского собрания депутатов. Хочу сделать официальное заявление о выходе из партии «Справедливая Россия». Главной причиной моего решения стала полномасштабная травля моей семьи, а в частности моей мамы Васильевой Елены Викторовны, которая сейчас баллотируется в депутаты на довыборах в городе Чебоксары не от партии «Справедливая Россия». Так как эта партия, в которой я когда-то состоял, сочли, что моя мать недостойный кандидат от партии «Справедливая Россия». Также мои коллеги умудряются сказать, что они за свой счет сделали меня депутатом. Хочу сказать, что депутатом я стал благодаря своим избирателям и своей команде. Моя мать общественный деятель, отец юрист. Я занимаюсь наукой. И когда на чашу весов встает семья или политическая принадлежность и карьера, я всегда выберу семью. Елена Васильева никогда не работала чиновником. В своей биографии она пишет, что с 2008 по 2012 год занимала должность заместителя директора ООО «Коммунальные технологии». Эта компания заслуживает отдельного внимания. Журналисты 7 на 7 посвятили ей целое расследование. Они выяснили, что больше 10 лет через коммунальные технологии шли деньги, которые жители республики платили за свет, тепло и горячую воду. Часть этих денег уходила налево компаниям, которые связаны с владельцами этой фирмы. В середину нулевых жулики из коммунальных технологий управляли тепловыми и электрическими сетями Чебоксар, Новочебоксарска и еще 2 городов. Компания на секунду имела уставной капитал в 10 тысяч, а заведовала имуществом республики более чем на 4 миллиарда рублей. Она должна была привести сети и котельные в порядок, взимая на это определенный процент от платежек ЖКХ. Но в 2012 году начались проблемы. Жители платили, а вот долг коммунальных технологий перед банками увеличивался. Наконец, с 2017 года они должны были поставщикам и банкам более 3 миллиардов рублей. Журналисты выяснили, что фирма, в которой Васильева занимала высокую должность, была тесно связана с Николаем Федоровым, бывшим президентом республики. Отсюда и такое отношение власти к коммунальным технологиям. Представляете, как с таким бэкграундом идти в депутаты? Никто бы никогда ее не избрал. Видимо, поэтому, чтобы как-то обелить себя, Васильева стала членом общественной палаты, куда ее выдвинул, внимание, Союз ветеранов Афганистана. Елена вообще очень многосторонняя личность. Она, например, пытается убедить всех в том, что у нее есть степень кандидата философских наук. Но вот так выглядят ее знания в этой непростой науке на самом деле. Елена Викторовна, уважаемая, вот я посмотрел вашу биографию, очень приятно, вы начинали в ресторане «Снежить» свою трудовую Прямо деятельность. очень нравится ресторан. И, значит, благодаря упорству стали кандидатом философских наук. Стремление к знанию, оно похвально. У меня вот вопрос. Значит, есть 2 выдающихся произведения. Критика чистого разума и критика практического разума. Есть 2 немецких выдающихся мыслителя. Кант и Гегель. Вот вы не скажете мне, кто и какую работу написал? Нет, не скажу. Я по другому поводу здесь. По какому?
другому. У меня что, на экзамене здесь все? Нет, ну мы Вы знакомимся. хотите обсудить мою кандидатскую? Нет, ну Конкретно. мы знакомимся с вами. Нет, не скажу, я вам ответила на вопрос. Хорошо. Нам удалось задать Елене Васильевой несколько вопросов. Это было еще до того, как она стала депутаткой. Вот вы участвуете в выборах. Зачем? Не, можно оставлю себе этот вопрос. А можете тогда рассказать, вот ваша компания Реал Б, ну где вы работаете? Ну что это за компания? Потому что мне, то есть я смотрю, я немножко не понимаю. Ну то есть можете мне рассказать, что это такое? Какие обороты Обычная компании? компания. Ну, не знаю, чем занимается она? Я, в частности, юрист. А ну а компания в целом? Ну, вам это для чего? Это Ну мо- как, ну это, вы, ну, это вы мои- депут- ну, это вы мои- будущий депутат. Ну, когда я понимаете? стану депутатом, когда вы подойдете ко мне, то есть, если... Но вы уже это- кандидат в депутат. Да, ну, я, Вы уже все- наверное, возможно, вам отвечу на эти вопросы. Пока нет. Ну, пока нет. зачем вообще? Мне объясните, зачем вообще рассказать там о чем? Ладно, хорошо. Да, моя окей. компания не миллиардеры, Окей. я тоже. То есть, знаете, вот утром здесь, получается, кто-то йогой занимается, кто-то там бежит, Лыжи, роллер кто-то катает. едет, да, кто-то на роллерах, кстати, катается, кто-то водой обливается, ребят. Посмотрите, ваш сын, он депутат от «Справедливой России». Да, Вы идете от «Единой». да, Как вы в семье будете? это нормально, Все хорошо. в общем. да. У вас разные политические взгляды или? Ну, мы совершенно нормально, то есть у нас есть, он идет от «Справедливой России». Я, допустим, там, если меня зарегистрируют, я пойду от «Единой России». А что тут такого? Мы что, в семье не можем быть разными вообще? Можем быть. Это одна семья, ничего страшного в этом нет. Победила Васильева благодаря админресурсу. Ее агитационное видео появилось в инстаграмах школ и детских садов. Ее агитаторы портили асфальт и фонарные столбы. Че, кого клеите? А что Можем? снимать? А что? Общественное место можешь снимать? Ну, покажите, что у вас листочек. Вон, там уже приклеились. Это что у вас? Васильева? Уже клеите? Давайте вызовем полицию, например. Ну и сама она не прочь была поагитировать прямо в детском саду. Вот такую депутатку нам подсунула «Единая Россия». Смешно, но сама Васильева всю свою кампанию скрывала от избирателей, что выдвигалась в Госсовет от партии власти. Эти выборы – яркий пример того, зачем нам всем нужно умное голосование. При низкой явке кандидат от партии власти со всеми ее нечестными приемами изгона бюджетников набрала меньше голосов, чем в сумме получили оппозиционные кандидаты. Это значит, что если бы мы голосовали консолидированно, если бы все отдали свои голоса за одного кандидата, не единоросса, мы бы точно победили Васильеву, и на одного жулика в Госсовете было бы меньше. На довыборах в районах Чувашии тоже есть результаты, которые воодушевляют. В Большевильском сельском поселении Аликовского района в это воскресенье выиграл кандидат от «Справедливой России», обойдя единоросса всего на 1 голос. Было круто и в Чебоксарском районе. В Синьяйском сельском поселении 2 кандидата от «Справедливой России» прям-таки наступали на пятки кандидатам от партии власти. Мы устали от единороссов, которые вцепили свои места и не хотят их отдавать. Я призываю вас прямо сейчас присоединиться к умному голосованию. И в следующем году на выборах главы республики и на муниципальных выборах мы насолим этим врунам и жуликам так, как это уже сделали москвичи, хабаровчане и иркутяне. Следите за нами в социальных сетях, если хотите знать больше о происходящем в Чувашии. Ну и подписывайтесь на наш канал. Вместе мы добьемся справедливости.